Денис Охрименко каждое утро проверяет свое производство. Ведь малейшая ошибка в параметрах деталей придется все переделывать заново. А западным инвесторам это может не понравиться. Заказ должен быть сдан в срок. А вот это будущая модель силомер. Это самая маленькая наша моделька, самая простая. Денис с партнером активно ведут бизнес всего год, производят 3D-пазлы. Предприниматели признаются, нелегко заниматься собственным делом в украинских реалиях. Нам пришлось переменять производственное помещение, потому что в предыдущем помещении не дали квоту на газ. Просто стало холодно, и нам пришлось быстро сматываться в другое помещение. Не все контрагенты зарубежные хотят давать предоплату. То есть для многих из них, как они себе рисуют рисунок, здесь там война, бомбардировки, где-то там между бомбардировками мы выпускаем продукт. И они переживают не за то, что мы там плохие, непорядочные люди. Они это себе представляют, что там ехала фура, ее разбомбили. Все, то есть кто за это будет отвечать? От государства бизнесмены помощи не ждут, поэтому активно привлекают западных инвесторов, ездят на выставки в Европу и презентуют проект на Кикстартере. Правда, каждый раз приходится убеждать, что свои обязательства выполнят в срок. Легче всего с японцами. Они привыкли охотиться за новинками. Японцам очень нравится. Особенно нравится, что там нет электромотора, там все на резиновом моторе движется. Партнеры утверждают, что идей у них еще очень много. Главное, чтобы государство не мешало их реализовывать. Иначе придется просто переместить производство Украины за границу. Это магазин, куда картины потом перемещаются. Ольга Никитова пошла более легким путем. Для ее бизнеса не требуется больших денег, аренды помещения и много сотрудников. Соответственно, так возникает меньше проблем со стороны государства, поскольку зарабатывает предприниматель в интернете. Это совсем другие механизмы, да. И там, конечно же, другие бюджеты. А вот в Украине, в принципе, можно за очень скромный бюджет хорошо создать свое имя. Разработала Ольга так называемую платформу вместе с друзьями на собственное капиталовложение. Об актуальности One Day Auction для украинского рынка говорит то, что за 5 дней работы приложения Ольге удалось продать 5 картин. Поколение, которые начали покупать искусство, оно помолодело. То есть люди, которые интересуются этим и их имеют доступный капитал, они принимают решения намного быстрее, чем, например, существующая система физического посещения аукциона. Это приложение пока что является бесплатным для пользователей. А вот зарабатывает Ольга и ее команда за счет процента от продажи произведения искусства. Стартанули как украинский проект, потому что, во-первых, мы отсюда, и нам очень интересно помочь именно украинской арт-комьюнити создавать создать такую платформу, которая может потом выйти за рамки Украины. Сегодня сфера IT привлекает в Украину больше всего инвестиций, ведь высококвалифицированных специалистов здесь много, а денег и бумажной волокиты для начала своего дела нужно минимум. Ирина Кононенко, Евгений Чижик. Настоящее время. Киев.